Selam aleyküm dostlar, elbette biz Giraynın beraber sizlerine alışıklı yerde selamlayıq. Dostlar, bilesiniz ki biz bugün sizler için daha da çok, daha da yanı, daha da lezzetli aşlarını pişireceğiz. Elbette Giray bana bu yönelişte yardım edecek. Ben yana aşlarını pişirmeye öğreneceğim ve biz eminiz ki siz de bizimle beraber öğreneceksiniz. Гирай, что мы сегодня будем готовить? Чему ты меня сегодня научишь? Сегодня я тебя научу готовить копченую рыбу. Самое мое любимое лакомство с детства, особенно скумбрия. Это, об этом отдельная история. Это я расскажу немножко попозже. Что нам для этого нужно? Первым делом нам нужно замариновать скумбрию. У нас здесь 2 штуки скумбрии и соль 100 грамм. Сейчас мы... И вот вода. Здесь около 2 литров. Сейчас мы возьмем соль и сделаем маринад соленый. То есть этого хватит для 2 рыб, да? Да. Это даже на больше хватит. Просто на большее количество нужно больше соли. Я буду То есть приблизительно на каждую рыбу нам нужно 50 грамм соли, правильно? Примерно да, но смотря сколько воды и смотря какая емкость. В принципе, этого маринада, если емкость какая-нибудь плоская и большая, может хватить даже на больше. Отлично. Так. Нам нужно постоянно пробовать маринад и доводить его до вкуса, чтобы было больше соли и чтобы и не так много было, чтобы не пересолить нашу рыбу. Так, сейчас мы попробуем. Я тоже хочу попробовать. Так. По-моему, еще немножко надо. Буквально для еще рыбы. пол-ложечки. Рыба любит соль. Рыба любит соль. Так, все, теперь нам нужно этим маринадом залить нашу рыбу. А расскажи, пожалуйста, на что нужно обращать внимание при выборе рыбы? Знаете, если она замороженная, чтобы на ней не было много льда. Когда на ней много льда, она всегда перемороженная, перетухшая. Все, вот минимум льда, она действительно вот не помятая, она ровненькая должна быть. Ну и вот так вот, в принципе, выбирать. Так, теперь... Все, отлично. Так, Гирай, кладем рыбу. скажи, пожалуйста, почему она у нас надрезанная? Нам нужно Потому её... что надо выпотрошить. Всё надо почистить. С кишками мы же не будем готовить. Так, все, заливаем То есть маринадом. предварительно нам нужно обчистить всю рыбу от чешуи и... от- Нет, чешуи толком в скумбрии нету. Скумбрии нету. Отлично. Все. Так, прошу Я обратить знаю, внимание, здесь что мы очень мало ставим... мелких косточек, правильно? в скумбрии? Да, ставим рыбу вот так вот, То есть вот таким наком. И заливаем нашим маринадом. рыба должна полностью быть покрыта, да? Да. Ну, или вот так вот, немножко голова должна выходить. Ну, она просолится, наши надрезы, главное, здесь, внутри, а маринад весь пройдет сюда. Все. Пока у нас рыба будет мариноваться, это примерно минут 20-30, мы возьмем и сделаем нашу конструкцию для копчения. Отлично. Давай, начинай. Знаешь, на самом деле, по поводу копчения я почитала очень много интересных фактов, одним из которых является, что на самом деле до сих пор неизвестно, когда когда вот нашли этот способ копчения. В давние времена, неизвестно какой век, существует такое поверье, что в лесах Финляндии был пожар. Охотники пошли на охоту, но ничего они там словить не смогли, так как я уже сказала, был пожар. И после этого, после того, как они уже проходили по лесам, они увидели, что много животных, которые вследствие этого пожара, они
не то сгорели, не то прокоптились. Они попробовали это мясо, им очень понравилось, и после этого они начали использовать такое понятие, как копчение. Существует даже очень много видов копчения, да? Да. Холодное копчение, горячее копчение. Какое копчение мы сегодня будем делать? Мы будем сегодня делать горячего копчения. Какой большой у нас Так. сегодня казан. И у этого казана очень большая история. Мне его бабушка привезла в 89 году из Узбекистана, когда первый раз вернулась в Крым. И в этой кастрюле мы сегодня будем коптить нашу рыбу. Ну ты постоянно, да, наверное, в этой кастрюле коптишь? Да, ну когда как, в принципе. Когда как? Иногда я могу в другой посуде коптить. Знаете, даже можно взять обычное ведро. Железная. Да, вот какая у вас есть кастрюля. Главное, чтобы она была не новая. Старая большая кастрюля. Ведро неважно, вот чтоб емкость была, даже можно бочку, ящик там, чтоб плотно закрывалось и чтоб... Дальше я расскажу о некоторых нюансах еще. Дальше. Отлично. Так, мы берем наши опилки. Опилки должны быть фруктового дерева. Даже если у вас нет таких специальных опилок, возьмите любое бревно фруктового дерева. Главное, чтобы не был орех. Орех, сам по себе, у него запах ярко выраженный. Возьмите, например, дерево вишни, яблоко, более нейтральные деревья. И можете их нарубить на маленькие щепочки, настругать или просто вот так поставить на наковальню и побить ее молотком, она сама разойдется на волокна. Берем наши щепки. Сколько приблизительно нужно? Вот таких вот 2 горсти. Ну, есть этого хватит? смотря какой у вас объем кастрюли. Так. Обязательно нам щепки надо расположить на середине. Почему? Потому что все основное пламя горит именно посередине. По краям оно гореть не будет. И щепки не будут просто-напросто гореть. И от них никакого толка не будет. Так что сыпем на середину. Хорошо, Так. отлично. Так, теперь мы берем фольгу и делаем из нее как бы такую тарелочку. Так. Так, мы делаем 2 слоя фольги. И вот так вот краюшки заворачиваем. Делаем как бы такую тарелочку. Это нам нужно для того, когда будет капать жир, он будет капать сюда, а не наши щепки. Если этой посудки не будет, то у нас будет рыба горькая. Прокоптится она прокоптится, но от горечи мы потом никак не избавимся. Так. Demek aziz ev bekələrimiz görgəniniz kimi Girayımız, bizim usta aşçımız erdayım bizler için, sizler için açılgan bütün sırlarını paylaşa ve elbette böylelikle aşhanede olgan yaşayışımızı yengilleştirir. Elbette dostlar, siz tek bakmanızda yazınız. Eğer bir reseptini yazmağa unutsanız ya da bizim yayınlarımızı kaçırsanız bizim resmi saytımızda ya da YouTube порталда тапабылесыныз. Теперь мы выставляем вот эту вот нашу тарелочку на дно, прямо на эти щепки. Так, теперь мы берем сетку. То есть еще что-то будет, да? Да. Берем сетку. Сетку вы можете взять любую, какая у вас есть. От микроволновки, у некоторых микроволновок, кстати, тоже есть такая сетка. Ну, у меня от хлебницы, обычной хлебницы. Главное, чтобы она была на ножках. И не обязательно прям вот такая сетка. Там просто палочки. Главное, чтобы с нее не сваливалась рыба. Можно, наверное, даже самим сделать. И кладем нашу сеточку.